А с нами начинают бессмысленные жестокие переговоры о приготовлении к смерти. Остается 3 часа до казни. Тяжело, мамуся, умирать в моих летах на заре новой жизни. Но ты не горюй, моя родная, не плачь. Твой Алеша курит, но не плачет. Прощай, мамуся, моя дорогая, прощай. Герой социалистического труда Анисим Николаевич Аширов, начальник цеха завода ЛБРЗ. Депутат Верховного Совета СССР, герой социалистического труда Поздеев Борис Захарович, токарь этого же завода. С долгим криком «Менде! Менде!», громыхая неутомимо, мчатся мимо Улан-Удэ поезда в белых гривах дыма. Но бывает, они устают, их железные нервы сдают. И тогда здесь чудесные доктора лечат важные их детали, столько чуткости и добра отдавая уставшей стали. И вагоны идут в маршрут, как хулеги в степи танцуют. Люди едут, шумят, поют, и влюбляются, и тоскуют. Поезда, поезда, поезда. Гостите у нас, и, отведав бурятского чая, на пиру вместе с нами пускайтесь в пляс. Так друзей мы в Бурятии нашей встречаем. Приезжайте скорей, погостите у нас. Погостите у нас. Вы смелы и умелы? Ну так вот, чтоб проверить, как меток ваш глаз, наши лук подадут вам бурятской и стрелы. Верьте в меткость свою, погостите у нас. Погостите у нас. Вы крепки в схватке жаркой, коль вздуваете мускулы не на показ,
В богатырской борьбе на зеленой лужайке покажите себя, погостите у нас. Погостите у нас, вы обгоните ветер, вам дадут скакуна. Попытайтесь хоть раз и в седло, ощутите в мгновение эти вы бурятом себя. Погостите у нас. Вперед, все дальше, сквозь простор, сквозь время, скакать, легко откинувшись в седле, по жизни необъятной и суровой, по этой соболиной, амулевой, степной, таежной, солнечной земле. Я хочу вам рассказать о декабристах, которые долгое время после отбытия каторги в Нерчинских рудниках жили в селах и деревнях Бурятии. Учитель Бардаханов Прокофий Федорович. Мне недавно, ребята, довелось побывать в Новоселенгинске на могиле декабристов, где захоронены Николай Александрович Бестужев, Константин Петрович Торсон. И меня приятно поразило то любовное отношение, которое проявляют местные жители вот к этому дорогому для всех нас памятнику. Неискушенный человек может подумать, чем же вот эти декабристы, которые уже давно умерли, такую любовь снискали. Оказывается, они действительно это служивают. Декабристы очень многое сделали для того, чтобы буряты с искренней симпатией относились к русскому народу. Не будет преувеличением сказать, что именно декабристы были одни из первых, которые вот заложили корни прочной дружбы. И буряты вспоминают с большой благодарностью лучших сынов русского народа, которые еще в первой половине XIX века предсказывали бесправному бурятскому народу прекрасное и светлое будущее. Через высокие горы, через таежную даль Россия в Сибирь проложила железную магистраль. И разве не здесь подружились мужик и бурят-скотовод? Носили на спинах шпалы, шли через реки вброд, делились махоркой, похлебку варили в одном котле. И разве не вместе спали они на продрогшей земле? Одна и та же нагайка секла их, зажав рудники. Крылатое слово «свобода» услышали здесь степняки. Не славу,
Хлеб насущный добывая, трудились наши мужики в селе. И проруби на море пробивали, и пашни начинали на земле. Их находили на медвежьих тропах, от пашен тех за 50 шагов. Их прибивало в рваных склизких робах ногами в берег наших мужиков. Но беды их породы не сломили, степенные, угловатые, высоки. Они, труды закончив, в дом входили, плечами раздвигая косяки. Туди на Тарантайском, там на хребте бандал, у нас вон какие листья, там маленький бандал. Я прошел, Байкал. Старики мои Сибиря, нам двоим 140 лет. И есть потомство бурятия, а вот и нам езыносовя нет. И есть потомство бурятия, а вот и нам езыносовя нет. Жар, мороз и дни, погода, не страшай нас, стариков, а норму года за полгода вот нашло зою на коняков, а норму года за полгода вот нашло зою на коняков. Я учился петь, как птицы, о тебе, Россия. Мне мелодию синицы в клювах приносили. Слышал в цокоте табуньем я твои напевы. Изгибали брови куньи на вечерках девы. Мне твой воздух в Забайкалье приносили зори. Табуны коней скакали по ковыльным взгорьям. Я учился петь, Россия, о тебе, державной. Если б смерть меня скосила вдруг косою ржавой, ты б склонилась надо мною, очи оросила. Я брал переправы, бетон сокрушал и видел высокий твой берег, Байкал. На этой тяжелой и долгой войне мечтал о твоей серебристой волне. Сняв шинель солдатскую и котомку с плеч, разреши на тихий берег твой прилечь.
Михаил Жикжитов, охотник, рыбак, зверолов, член Союза писателей СССР. Мы привыкли морем его называть. Или когда нам кто-нибудь говорит, чисто байкальцем нам, и называет Байкал озером, ухо режет. Обидно как-то. Ну, какое озеро? Штормы такие бывают, что в других морях не встретишь. Бывалые люди так говорят. У нас очень крутые волны, опасные. Были случаи, когда даже катера тонули. Большие катера. А это рыбацкую лодчонку-то перевернуть, это 2 пустяка. Табуном огромным стало, волны скачут к берегу и ржут, пролетая темные провалы, лодочки рыбацкие плывут, на волнах взмывают темно-синих, хваткою любуются своей, как джигиты, что сидят на спинах диких необузданных коней. Как звучно, как прекрасно слово «конь». В нем перезвон стремян и стук тугой подковы, высекающий огонь, и пенья колокольцев под дугой. Во глубине веков и в нашем дне, в кругу застольном и наедине, поют о друге, вспомнят о коне, поют о милой, вспомнят о коне. Мелькают быстро в воздухе копыта, взлетают гривы рыжих и гнедых, и степь дотла, до черноты избита ногами этих вихрей молодых. Мы все лихих наездников потомки.